Вот, значит, когда я собирал записи, которые у нас остались от предыдущих зумов, выяснил, что 2,5 занятия почему-то не записались. Это когда мы экспериментировали с зумом, там были какие-то глюки, и поэтому в презентации я повторю пару там интересных исторических моментов. Давайте открою презентацию. Вот, а Михаилу Генину хочу показать. Значит, в прошлое занятие у нас было из Биробиджана вместе с Ольгой Матвиенко. Где мы были на фестивале идиша, там мы показывали разные книги прямо вот как бы в прямом эфире. И одна из вещей замечательная, которая вот, это мой перевод Советов Геймла целого номера юбилейного за апрель 1974 года, посвященного 40-летию еврейской автономной области. Там, естественно, очень много всего про Биробиджан, в том числе стихи, которые мы, оригиналы некоторые вот из этого номера, сегодня почитаем. Вот, попробуем включить презентацию. Как-то странно она открылась, но ладно. Видно презентацию? Значит, это я просто напоминаю. Мы уже говорили один раз об этом документе. Это интересный, один из старейших текстов на идише, предположительно конца XIII века. Представляет собой глоссы и комментарии к праздничному молитвеннику. Вот, и фразы там, в общем, много, как мы увидим, религиозной лексики. Это из книги, из сборника Джеральда Фрейкса, про которого я вам уже рассказывал. Вот смотрите, фраза, например, «До зог цу мусов», да, мусов – это специальная дополнительная субботняя праздничная молитва. «Он милеет», видите слово «лейнен», немножко в другой форме здесь, «лейен», «цу мусов in der anderen Sefer», «цу мусов и der anderen Sefer Teure lehnt man vayoimer», он, ну, написано «флат», это «блат», с такой-то страницы и так и далее. То есть вот такой вот текст, как мы видим, 13 век. Контекст религиозный, поэтому очень много древнееврейской, арамейской тут есть лексика или нет, но древнееврейской лексики очень много. То есть мы видим, что вот такой как бы регистр идиша уже в то время был. А вот для сравнения штука, которую я вам тоже уже показывал в другом занятии, это отрывок из неизвестного рыцарского романа, написанного не позже 1349 года, найденного в синагоге Кёльна,
написанный на черепке, значит, на куске сланца. Ну, крыша была покрыта, видимо, вот таким вот сланцем. Выглядит это как-то вот так таинственно, да, как какие-то руны, фактически. Это отрывок из рыцарского романа. Почему и зачем его кто-то оставил в синагоге? Ну, вот, видимо, кто-то из прихожан так вот записывал такие вещи. Вот, смотрите, увеличенный текст. Разобрать, конечно, трудно. Но Эрика Тим, есть такая выдающаяся исследовательница идиша до сих пор живая, разобралась. Идентифицировать не удалось вообще, что это такое, но, видимо, это отрывок, это нечто родственное немецкому эпосу Кудруна, но ничего подобного по-немецки, в общем, не сохранилось. Текст достаточно, ну, скабрезный, скажем так. То есть вот если мы посмотрим строку номер 15, видите строку номер 15, там, значит, она, до этого говорится, что вот там рыцарь, в общем, рыцарь кого-то там спас, как я понимаю, какую-то там, в общем, принцессу или кого-то в этом роде. Муст, муст бази шлофенгейн. То есть, ну, теперь ты должен, раз так, пойти к ней спать. Ну и много там такого. То есть вот в этом маленьком отрывочке вполне такой вот светский эротический роман. При этом древнееврейских слов мы здесь не видим, потому что как бы другой регистр, другая тема. Хотя это тоже, в общем, древний текст. Он, возможно, был написан в XIII веке, потому что в 1349 году в Кёльне случился погром, значит, эту синагогу снесли. Все эти черепки, которые там нашлись, они явно раньше были написаны. То есть вот два регистра мы уже видим в то время, 700 лет назад, как бы если у нас тема какая-то религиозная, то и лексика соответственно. Если у нас рыцарский роман, то, в общем, мы видим, что это протоидиш, потому что, например, там не ништ или там никт, а нит, не унд, а даже сокращено до у, то есть вот ун. То есть мы видим, что, в общем, тогда уже формировался язык в какой-то форме, хотя это адаптация неизвестного, не сохранившегося по-немецки рыцарского романа, вот такая штука. Так что вот эти два текста нам дают некое представление, в общем, о разнообразии идиша еще в то время, в XIII-XIV веке. Теперь мы перечитаем вот замечательное стихотворение Фройла Некрасова, которое почему-то оно у меня не записалось. Вот мы его читали, но оно не записалось. Ну, Оля тогда может начать читать. Угу. Хорошо, меня слышно? Конечно. Так. Ага. Так, Исраэл Некрасов. Ну, и Сроил, мы Так, говорим. Исроил. Исроэл Некрасов. Угу. Шикурер. Ну, мы читаем это, поскольку так пишется, это слово древнееврейского происхождения, пишется через звук, но мы ассимилируем согласно шикера. Мы знаем слово шик. Шикерер. Ага. Так, Шикерер самурай. Самурай. Да, Шикерер самурай. то, Так, пьяный самурай. угу. Стоб видер фарб, так, фарброн, так, Фарблонджет. дишет, фарблондишет ин, Фарблонджет. Дже, там такой вот звук дже, фарблонджет. блонджет ин хундертен хойзер, Гундертер ин Хайзер. Hunderter Heiser in Gassen und так, Mistgiber. Мистгрибер. Мистгрибер. Мистгрибер.
Мисс Грибер, Хойфен, ун, так, Штеген, Шмеген. Штеген, Штеген, Штеген. Штеген, да, это тропы, да. Un Stegen, un Аф, Эфшер, Эфшер, Эфшер. Эфнер. Это слово древнееврейского происхождения. Читаем не так, как пишется. Эфшер. Да, на гебраизмах запинаюсь еще. Und Эфшер вет Кайнер Кейнер, нит Кейнер, Кейнер нит kennen mir weisen kein Эмесон, Эмметтен, Эмесон, это тоже гибраизм. kein Emerson weg zwischen так, Toisender Wegen. Тойзентер, Тойзентер. На идише Тойзент, там, Т, а не Т. Toisender Wegen. Мгм. Toisender. Так, я, я снова заблудился, наверное, да, Да, в да. сотнях или в сотне путей Ну, нет, в в сотнях домов. Эта картина чисто петербургская, то есть он, в общем, описывает вот какие-то дебри питерские. ага. Значит, в сотне домов, В сотнях, в Хундертер, в сотнях домов, сотнях домов и в улицах и канавах помойках, э, да, значит, Мистгрейдер, помойках. и помойках Хойфен und так, и вот и путях Дворах, дорог. дворах и тропинках. Да, в дворах и дорогах. Тропинках, И, тропинках, тропках. и тропинках. Ага. И Эфшер. В общем, я И так. может быть, F Так, и, может быть, никто не может мне. не сможет, значит, здесь вет, кейнер, нит кэнон, да, вот вет, показатель будущего времени. Ага, так, никто не сможет мне Вайзен, ну, естественно, Показать, показать. указать, ага, Каин, Кейн, Эмерсон, то есть настоящий путь среди этих сотен путей. да, то есть среди настоящую дорогу, среди этих сотен дорог. Ну, теперь Мгм. Павел. Так, дальше, да? Дальше Павел. Ага, Раз, два, три. На связи? да, Да, слышу. слышно. Ага. Так, die Stadt guckt auf mir wie auf Fremde und Kalte. Was prüf ich gefunden? Was will ich vermägen? Ich such, noch ich bin, mitgeworden zu halten, in Suchen dem Weg zwischen tausender Wegen. Город смотрит на меня, как чужой и холодный. Что пытаюсь я найти, чем хочу я обладать, я ищу, но я устал пребывать в поисках истинного пути среди Ну, тут не написано тысяч, истинного, ну правда. да, в поисках пути среди тысяч дорог. Угу. И Как-то так. Михаил. Дальше. Так, вот этот die Stadt? Нет, следующее. They wollen mir plantern, wollen mir Stern. They ziehen wie Циен. Циен. They ziehen wie Pentes in liegen an Лиген. liegen an Анткеген. Анкеген. Угу. Да. Ашпей Ашпай. Ашпай вил их тон, нормин
Тор нит Но норме торнит. и так, ойфхерн. Ну, увхерен мы читаем, увхерен, то есть это Ухерн. глагольная приставка читается как А, пишется так, а читается как увхерен. Зузохан dem einzigen wenn Вег, zwischen вег. weg zwischen wegen. Мгм. Так, это что такое? Мир меня запутывает. Они меня запутают, опять же, будущее время. They will Так, understand. Они меня будут путать. и мне мешать, наверное, Будут, да? да, будут мне мешать. Э, Вос, вос, Они это, тянут, зайциен, они тянут, как путы. Пентес это путы. Зайциен и пентес. что-то я уже потерял. А, Пока. Зейцин от Пентас, он и находится напротив. Ну, значит, образ тут такой, что они тянут, как путы, и лежат где-то дальше. То есть анткеген это не обязательно прямо напротив. В данном случае образ такой, что вот это вот этот вот эти дворы бесконечные, какие-то помойки, там какие-то заброшки, тянут меня как путы, А лежат вот это где-то вот там напротив еще дальше, продолжаются, то есть. шпайн, это вот, это не плюнуть ли слово? Да, Или значит, что? это однократная форма ашпайто. Ашпайвелахтон. Я хочу плюнуть. Я хочу плюнуть, но нельзя прекращать. Ну, наверное. Но нельзя прекращать. Искать единственный путь среди дорог. Ну, по-моему, замечательное стихотворение, вот, мне кажется. Действительно, тут есть что-то такое буддийское, самурайское, да? А с другой стороны, чисто питерский вот такой вот образ какого-то, в общем, не совсем трезвого человека, который идет по... Среди вот этого вот лабиринта, которых у нас очень много в Питере, действительно, лабиринтов каких-то помоек, заброшек, непонятно чего, какой-то хтони, и пытается, в общем, найти среди этого какой-то вот истинный путь. Я считаю, что это прекрасное стихотворение, поэтому я решил еще раз его с вами прочитать. Вот, ну теперь чуть-чуть вернемся, на сей раз чуть-чуть вернемся к Нотаурия. Перечитаем немножко, значит, где Элка узнает его, да, Шефтл. Может быть, можно увеличить немножко, сейчас попробуем. Шефтл. Ну вот Ольга. Так, сейчас я попытаюсь найти, это получается начало абзаца Ну, вверху, с да? самого верха, там, где диалог, вот, как бы, восклицание. Вот эта вот часть, да? Да. Шефтл ход ви... Нет, Шефтл, она просто восклицает. Шефтл, вот оттуда. Так. Шефтл. Так, а я что-то не вижу. Это реплика ее идет, да? Ну вот, да, там реплика Шефтл с восклицательным знаком и с вопросительным знаком. Сверху самого. Так. Так, а почему я ее не замечаю? Так, вот начало у меня из Циммер, инцимер, вот это вот у меня начало, но это не оно, да? Нет, Инцим, странно, что. балт, штейт, так, Нет, штил. Четвертый абзац сверху вам нужен. просто я не знаю, что у вас там видно в презентации, потому что она как странно открылась. Ближе к середине, да, странички, все, тогда видно. Шефтл – это вопросы, восклицания. Оно? Да. Шефтл из ход их, Зихот, она. sie hat sich
gelost zu ihm mit euch geständigen, Gestreckte. Ausgestreckte. ausgestreckte Hund. Hand. Hand. Hand und von Umgerichtkeit. Umgerichtkeit von Verleuer, Verlorenkeit. Verlorenkeit von так, Cetuml, Zertummeltkeit. ой, сколько тут слов однотипных. Так, хот, ир, блойзен, Blois. хот, ир, блойзен, дер, лан, дер, лангт, Derlang. дер, лангт, ди, хант. Фух, есть. Так, Шеффл, она, так, Гелойст, Ну, бросилась к нему, попустилась к нему буквально, бросилась к нему с так, бросила, распростертыми руками. Ойсгештректа. Распростертыми руками. Ну, так, а распростертыми тут объятиями. единственное число или множественное хант? Вроде единственное, нет? Здесь hand с распростертыми руками. Ойсгештректа hand. В первой строке. Так, и он, так, фун, эйм, Ну, так, от неожиданности umgerichtkeit. от неуверенности, наверное, да? Неожиданности. Umgericht это неожиданно. Так, Нежданно. он От от неожиданности. фарлой, то есть от потерянности, растерянности, наверное, От да? растерянности, да. Так, от цутум, Zertummeltkeit. от, ну, в общем, сумбурности, да, что-то А от такое. как бы от, ну, не знаю, что делать, как это по-русски перевести, может по-разному перевести, то есть от, ну, тоже синоним растерянности, в принципе, то есть от, Так, от растерянности, блоист, так, дер лангт, так, дихант. Так, в общем, что-то он с рукой сделал или не он сделал, ей протянул. лишь, блойс это лишь или только, он ей только протянул руку, der lang die Hand, протянул руку, то есть она хотела его обнять, а он ей Так, только протянул руку. мгм. Так, аф, ойз, нет, Auf это не ай, ein, auf ein, аф, эйн, реге, из элке, geblieben, in Verlegenheit. Verlegenheit. Из, sie hat, Sie hat, говорит. от Ober sich gleich beherrscht. Мгм. Genommen, Genommen, genommen sein, Breite, 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 Bekannte, Bekannte, Bakante, так, Хонт, Hand, Хант, это все рука, да, Хант, он
Штарен. Тарк, М, Тарк. Штарк. Да, Штарк. Гедрикт. Гедрикт. Гидрик, да. Так, Гедрикт. Так, значит, Элка, на это Элка, На мгновение Рега, ну, значит, это гебраизм, но в советском идише пишется фонетически. На мгновение. на мгновение Элка осталась в Фарлеген, ну, колебалась, наверное, да, в сомнении. Не колебалась в каком-то замешательстве. В действительности, да, получается. Замешательстве. Фарлеген, то есть в замешательстве. Мгм. Была в замешательстве, но она тут же сразу, Овладела да, собой. Овладела собой. Зихот оберзак лайх бахерштад. Овладела собой. ага, сразу овладела собой э, и Взяла. так, Взяла. и взяла, ну тут крепкую руку, да, получается. Взяла его широкую знакомую руку. Взяла, ага, Баканте, взяла его знакомую руку и сильно, крепко Нажала. стала. Мгм. Ну, теперь Павел. Was bist geworden Asa, als ich wollte dich gar niederkennt. Шефтл, смотри, это ты стал таким, каким я бы никогда тебя не мог, каким я тебя никогда бы не узнала. Таке, от Шефтела Фергитон Митенаксел, так уж, Шефтел повел плечом. Нейн, sie hat sich ihm also beschummelt nicht vorgestellt. Er hat sich hier vergedenkt, wie sie hat ihm gesehen, dämmelt, wenn ist verblieben allein, der letzte Individualaffenhutor. Нет, она ни в коем случае его Таким таким не воображала, что ли, Форгештелт не представляла. Он вспоминался ей таким, каким... запомнился скорее. Запомнился ей таким, каким она видела его тогда, когда он оставался единственным последним индивидуальником на хуторе. Единоличником, да, наверное? Или единоличником, или как ну вот это как индивидуальный крестьянин, который не вступил в колхоз, да, как его называли? Да. Ständig, wenn sie hat nur Tracht getan wegen ihm, ist er aufgekommen vor ihre Augen. Так, warte ein bisschen. Ist er aufgekommen vor ihre Augen in der Äußern, wie sie hat ihn getroffen, dämmelt neben dem verschneiten Garten mit den zerfordenen Schlitten gespannt in ein Pferd in einem alten, zerrissenen Pelz, in einem abgekrochener Hosener Hut, in zerfrorener, mit Streu versteckte Wolkes und hat wehgetan, das Herz vor ihm. Во. Так.
Так, всегда, ständig, когда она лишь думала о нем, он вспоминал в каком Нет, как это, вставал вставал перед глазами в том виде, каким она, в каком она встретила его тогда возле заснеженного сада с Цифориным, ну, раздолбанными, в общем, с разъезженными. разъезженными, Конями. да, санями, запряженными в одну лошадь, и в старом оборванном тулупе, что ли, пелц, Луки, да. тулупе, в крохенер, Облезший. облезшей, да, заячьей шапке, в опять Цифорина, Цифорин. ну, в данном случае Цифорин опять. развалившаяся, разъехавшаяся. Угу. Разъехавшаяся, утыканной соломой, с утыканными соломой санями. Нет, это И... не сани, это с валенки. Воликес это... Тогда стоп, что-то я не так говорю. Мидштрой форштекта. Ну, дырявые как будто- валенки с соломой. С соломой, да, видимо, утыканный форштректа. Ага. И у нее болело сердце за него. Мгм. Так, ну теперь просто сейчас скоро отключат нас. Вот теперь Михаил. Михаил. Ist hot elke gesehen vor sich gor an ander Scheftel. Hot viele ois gesehen Hecher Stauner Штал, und Stau Штал, Шталтнер. Stautner und sie hat sich gefühlt wesentliche, Везентлете. wesentliche Änderungen, Эндерунг. Änderung in sein halten sich, Галтензах. halten sich in als И, das hat и наут. Точка. Ну вот переведется. что-то постоянно Нет, теперь Ицт. Теперь. она видела ну совсем другого Шефтова. Перед собой совсем другого шефа, да. Да, Эрхота Фью. Он даже выглядел выше и солиднее, что ли, Да. получается, выше и солиднее, что-то в его манере. И чувствовалось, И чувствовал заметная существ- перемена, наверное, да? да, существенная, ну, заметная, это существенная перемена в его, ну, how to называть, да, то есть в его манере, в его поведении, можно сказать, и во всем, и наус. Так, дальше. Да. Das hat sie der Freit Угу. und sie hat sich viele und der Stil In der Stil, in der Stil übergenommen, was ist geworden, also. Что-то это ее обрадовало, что это ее такое. обрадовало. Она даже втайне порадовалась тому, каким Но он и она стал. даже, и она втайне даже как бы вот ибергенумен, то есть она
вся была как бы восхитилась, как бы тихо, но, в общем, она очень это ее взволновало, что он стал таким. Нет, Вот. показывает Но 2 вообще минуты. у Нота Лурье, как вы заметили, его называли еврейским Шолоховым, потому что у него очень много таких вот описаний, описаний этой колхозной вот жизни, множество эпитетов, синонимов, вот эти вот детальные описания, там заснеженный хутор, заснеженный сад, там с какими-то, в общем, деталями, то есть все это очень живо представляется, можно было бы по этой книге фильм снять прекрасный. Ну, такие длинные предложения тут. Это нормально вообще? Для советского идиша это абсолютно нормально. Мгм. Я бы сказал, что для западного идиша не особенно, а советский идиш, он, в общем, следовал. Ну и у Шолома Алейха мы встречаем очень длинное предложение, то есть те писатели, которые жили на территории Российской империи, а потом в Советском Союзе, в общем, наследовали традиции русской литературы, а в русской литературе мы встречаем порой предложения там по странице, у того же Толстого, например. То есть, да, нормально. Хотя, например, для американских писателей нет. У Ицхака Башевиса Зингера где-то посередине, но, в общем, тоже он любил длинные такие вот сложные предложения. В общем, это зависит от стиля, у разных писателей по-разному. Но идиш – это язык гибкий, как мы знаем, синтаксически гибкий, как славянские языки, которые позволяют, в общем, вот так вот накручивать предложения практически до бесконечности. Так что, в общем, такое бывает, да. Но у Лурье есть вот такая черта, то есть вот то, что выше мы читали, да, что вот она протянула к нему руки, он Nerv, он Umgerichtkeit, он Verlorenkeit, он Zertummeltkeit. То есть вот три фактически синонима, что вот он от неожиданности, от растерянности, от взволнованности всего лишь протянул ей руку. То есть, ну, такой вот стиль. Действительно, если сравнить с Шолоховым, есть много общего. Теперь дальше мы будем читать стихи. Ну вот начался, я так понимаю, отрубят. Мы переключимся. А стихи мы будем читать, как в прошлый раз мы уже вот договорились, с биробиджанских поэтов, а точнее одного поэта, Хаима Бейдера, который жил долгое время в Биробиджане. Я его знал лично, знал я его в Америке. В 2002, кажется, году он скончался, но вот я его успел в начале нулевых с ним познакомиться, и мы выступали со стихами. Там есть такой поэтический клуб. Вот. Мгм. Много чего там наксерокопировали, отыскали там тексты автора, который был нужен Так, ну вот редактору. слышно? Да. О, ура, ура. Мгм. Да, Да, просто у да, меня слышно и видно. повис ноут, это из-за кривой видео, вернее сказать, кривого драйвера видеокарты. Это иногда случается. Бывает. Да, так значит, давайте тогда. Ну, вы там обсудили, я так понимаю, в это время немножко Биробиджан. Да. Да. Хорошо, значит, так, а Михаил нас покинул. Он покинул, сослался на то, что ему нужно бежать очень срочно, Ну, и ладно. поэтому он не может больше с нами продолжать беседу. Ну, тогда читаем стихи. Значит, Автобус, сопка, вокзал, да, но пробка, вокзал, да. Просто стихи, которые тебе вот актуальны уже, потому что ты видела. Сопку, правда, ты вблизи не видела.
Сопку видела и вокзал видела, да. Да, но вокзал ты видела как бы непосредственно, мы с него ехали. Хабар. Ага, ага. Вообще, конечно, очень интересно вот так читать стихи, которые понимаешь, что вот действительно вот как бы знакомые вещи. Так. Это... Вот, идем вниз к топкам и вокзалу. Значит, стихи Хайма Бейдера, которого я знал, и мы даже, я еще успел с ним вместе выступить в Bowery Poetry Club, это старейший, кажется, поэтический клуб Нью-Йорка, исторически левый, там собирались вначале анархисты, потом где-то еще в начале 20 века, потом панки, в общем, такой левая репутация. Вот, Хайм Бейдер был очень милый такой, радушный человек, мне он таким запомнился. И потом вот вскоре, после того, как я с ним познакомился, он скончался в каком-то 2002 или в 2003 году. Очень такой был вот милый поэт. Но стихотворение. Оля, тогда читай. Мгм. Так, mi volt dos Helten, ой, mi volt dos Helten, og Blitz Zerschnitten, наверное, да? Zerschnitten. Так, der noch Dunner, dennoch Dunner, wollten Geton Schell. Шал. Schall. Geton Schall. Ага. Zwei, Вей. ой, да, zwei Wörter mit Fascicle, ага, Fascicle inmitten Вокзал un Сопке un вокзал. Ага, так. Поехали. Так, Это не F, Вимволт. это Вимволт. Вимволт. Вот я уже говорил, что М неопределенное местоимение можно сокращать до М. Вимволт, Демхеленток, Облиткешнитен. А нет, это нет, Сволт, Весволт, нет, Сволт. Это просто плохо пропечатанный. Да, Да, это да. это S. Весволдем Хеленток, Облиткешнитен. То есть как будто бы ясный день, Хеленток. Молния. Так. Так, как будто мелькают молнии в ясный день, да? Нет, как будто бы разрезала, как будто бы молния разрезала ясный день. Так, ага. Так, а вот ашал, я даже не знаю, что это такое, Шал может это быть, шал. Это громкий Это звук. я Громкий по-украински. Есть Гром- такое? Гром. Мгм, мгм. Нет, гром это дунер, знаете, шал это громкий звук, а потом гром разразился громким звуком. Так, значит, дернох после чего, да? А дунер, Как будто бы молния пересекла ясный день, а потом грянул гром. и Ног, громкий звук. Волгитона, что? Так, два слова с шалики, вот не знаю, что это такое может быть. Шасике. Нет. Классикал. А, вот это как раз вот
вспоминается наша история про перевод Беринского. Пас, в данном случае, значит, пас – это полоска или пояс, да, то есть вот опоясывающий автобус. А пасекл – это полоска с надписью на автобусе. В данном случае. Понятно. Это Так, вот да. bicycle. Значит, bicycle, да, полосочка с Понятно все. и, значит, словами на ней, да, так, вокзал и сопка, сопка и вокзал. И Так, маршрут это автобуса написан, да, вокзал, сопка, вокзал. Дальше. так. Ну, мале воз, ну, мале воз, так, Пошетер, фошетер, фошетер, пошетер, 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 автобус, ага, пошетер автобус, воз троген, зих мит гери, герой. Геройш. mit Geräusch Leute sein. Это откуда? У меня, сейчас я отключу. Не вовремя врубилась. Да, так. Сейчас я потерялась немножко. Ага, вот он. Mit Geräusch Leute sein. Маршрут. Mit Geräusch Leute sein Маршрут. Фух. Так. Фарвоз. Вот это очень хорошее выражение славянского происхождения. Ну, мало ли, малый ли что, малый воз. Ну, маловоз. Так, Мало ну, можно переводить эту часть, да? Ну, мало ли что. Пошет, простой. Какой Это гебраизм, значит, апошетер, простой. Ну, мало ли, автобус. Так, простой автобус, что или который Несется. Несется с Герой что-то шум. Шумом. Шумно несется с людьми по маршруту, да? Людей тут нет. Лойд за маршрут. О. Так. Парвоз, парвоз же нит банумен gleich ich hob им их обез. Так, это что, у меня кусочек съеден текста, ну-ка. Так, а хоббес у меня почему-то не высвечивается. Ладно, потерялась, видно. Aufgebräust, парвоз, ход, bald, dos, блойд. Блуд. Да, блуд. Угу. Так, ну мало ли что, простой автобус шумно едет с народом внутри, да, по маршруту. Нет, это лойд, это не лайт. Люди было бы лайт. Лойд это предлог по. По своему маршруту. По. Герой лойд по маршруту. Едет по маршруту. Почему же не... Понял. Так. Не понял я это сразу. Почему же не понял это сразу? У меня кусочек фразы съеден почему-то здесь. И вскипела кровь. Ага.
Блойжен, я вот помню, у нас были тунгусы, которые бродили, да, Блойжен, это не оно? Нет, нет, нет. Банумен это поняли, постигли, постичь, понять. А вот это вот Ausgeblongt, это не оно? Не тот Блончин у корень? нас было вот сегодня до этого мы читали у Некрасова, Блончин. Тут нет Блончин, тут есть Увгебройст. Тут в этом стихотворении нет Блончин. Фарвоз нет банумен глайк и хоберс. Он Ага. Увгебройст, Да. фарвоз от балдос. Да, вскипела кровь, да. Да, Блин. да. Вот, кстати, вот, собственно, вокзал, да. Это иллюстрация из журнала, Мгм. который мы переиздали в русском переводе. Так что вот вокзал, он есть тот самый вокзал, машины едут, в общем. Но там, где сейчас у нас улица Калинина, в то время там деревья росли. То есть еще не было выстроено, это 74 год. Не была еще застроена Иванов Павел тогда. Так. Ot is er vol, vermachen sich die tierlich, ot reist er sich schön op und geht er weg. No wo ze schweigt er, wie gewinn tierlich, wollt od der Reis durch eingestellten Weg. Вот он полон, закрываются дверцы, вот срывается он уже и уезжает прочь. Ну, что же вы молчите? Как было естественно, что ли? Ну, как будто бы, Как как будто будто бы это что-то обычное. как будто что-то обычное. Вот тот рейс Ага. Вот такой вот, значит, рейс через По установленному пути. То есть, как будто бы это что-то обычное, вот этот вот рейс по установленному пути. Мгм. Так. Blijf steen alleen, we gewolt af epes warten, we mit vermachte Eugen zen ich soll, skumt on Atzug in Jor in 2018 und stellt sich ob от до zum ersten Mal. Я остаюсь один. Я остаюсь стоять в одиночестве, что ли, как будто чего-то ожидая, как так, с закрытыми глазами, как будто должен с закрытыми глазами я увидеть. Как будто вижу что-то. Ага, как будто, да, вижу с закрытыми глазами. Приходит поезд сюда в 28-м году, что ли? Да, это был первый поезд с первыми переселенцами. И останавливается вот здесь в первый раз. Так, дальше читаем? Да, или я прочитаю, потому что у нас время уже поджимает. Zum ersten Mal und Teige zum Sparen von aller Seiten, wo man stellt hat Rot und Hilzerner sich heuden Trottoiren, wo wären darf, a komendike stot. А за Михайло ходить це бітен, ну, йога автобус, брейдем вецепрал, сепрал, брейдем вецепрал. Zwei Wörter mit der Partikel mitten, вокзал und Sopke und вокзал. То есть он впервые, когда в 28 году приехали первые переселенцы, а тайга, таежные болота, значит, везде там были. Шпаран, то есть как бы наседали со всех сторон, где бы ни ступить.
и деревянные качали с тротуара, то есть по болотам ставили такие вот мостки. Вначале Мгм. было дорог. Там, где должен быть стать будущий город. Такой путь, время прошло, Цибитн, Децайт Цибитн, да. Такой путь время как бы поменяло, разменяло. Ну, беги, йог, беги автобус, широко дорогу раскрой, цепрал, два слова с полоской посередине, вокзал и сопка и вокзал. Ну, вот Мгм. такое лирическое стихотворение, собственно, построение истории Биробиджана. Я считаю, что очень хорошее, приятное. Вот, время поджимает. Замечательное стихотворение я хотел прочитать, но, может быть, вот тогда будет домашнее задание его прочитать, а мы начнем его читать. Написал его, значит, ну вот Оля, как начинается стихотворение, как называется? Так, сейчас посмотрю. Кумт, лайбе, кумт. Любе. Приди. Ну, это явно повелительное наклонение, да? Ну, кумт, пойдем, значит, пойдемте. Идемте. Дальше. Так, а вот лайбе это что такое? Любе. А, лойбе, да? Любе. То ли это Любе. имя, то ли это Любе. Это любимое. да, То или ли... любить. Нет, это значит конкретная Люба, и Оля, я думаю, догадается. Это Вассерман, нет? Да, Люба конечно. Шамовна. Мгм. О, ага. Люба Вассерман. Вот, ну, короче Мгм. говоря, я, значит, время нас поджимает. Это стихотворение посвящено Любе Вассерман, Хайм Бейдер ее приглашают погулять по Биробиджану вечером, посмотреть, значит, как наступает закат, полюбоваться ночным городом. Ну и, соответственно, вот Закат сотканный из золота. Красиво. закат сотканный из золота, а там действительно из-за вот этих сопок, из-за очень чистого неба закат очень золотой. Мгм. Потому что облачности почти нет, вокруг вот эти вот красно-желтые камни сопок, там вулканический туф какой-то, железная руда, то есть все это светится действительно вот таким золотом. Вот, ну, я быстро прочитаю, попробую, пока нас не вырубили. Кумт любе кумт. Кумт любе кумт. Beweisen mir schon lang, ihr roter Säugewolf, der Skier, was es euch gewebt von Gold. Und beim Kalieren und weit Kalieren bunt, wann still der Oven sankt, kummt, Lübe, kummt. Kummt, Lübe, kummt. Nicht eilig, tritt, will gehen wie ihr verliebt. Zum Biereteich, was zwischen Bregen stift und rascht und brummt, und wie mit Zwangen zieht, kummt, Lübe, kummt. Kummt, Lübe, kummt. Die Sopke ist mit Schein geworden, schon behält. Als schitterer Maschine auf der Brick. Normieren sich nicht umkehren zurück. Bis wann, als es wird verstummt werden und sein, wird bloß a Kischow-Welt. Кумт, Люба, кумт. Вот, прекрасное стихотворение. Вот в нашем переводе, перевод не мой, это перевод Александра Бродского. И то стихотворение тоже перевел Бродский, а некоторые другие из этой серии Лев Беринский. Александр Бродский был откуда-то из Молдавии. Он дружил с Беринским. Они на пару переводили какие-то вещи. Вот был такой интересный человек, который много переводил с идиша и сам писал на идише. Вот, стихотворение очень лирическое, мне нравится. Если кто-то хочет попробовать, ну вот, если Оля хочет попробовать свой перевод сделать, было бы замечательно. Да, и, кстати, про сопку и вокзал тоже. Ну и Павел, если хочет попробовать. Можем попробовать вот разные переводы для разнообразия. Может, что-то и получится. Вот, то есть, Попробуем.
Картина, в общем, тут, конечно, картина непонятная, то есть это Бера, очевидно, Бера. Видимо, с набережной, вот где, кстати, мы вечером и гуляли, так что тут все абсолютно актуально. Да, только такая непривычная набережная. У нас уже окультурено, парк кругом, а здесь вот Ну такой да, но в первозданный. 1974 году, я думаю, той набережной не было, была какая-то простая там, в общем, такая. Может быть, и не было набережной, какая-то вот мост был, конечно, уже, вот этот автобус через него ездил, машины ездили. А такого вот парка со всякими там статуями и гранитной набережной, конечно, в 1974 году еще не было. Вообще этот журнал, вот этот номер, он интересен тем, что там много иллюстраций. Вы можете себе представить, как город изменился за 50 лет, конечно, много интересного. То есть вот вокзал, да. Похож он на то, что сейчас? Вокзал частично похож, потому что мы здесь видим часть вокзала. Эта часть вокзала, она стоит до сих пор. В общем, вокзал, он ремонтировался, немножко перестраивался, но, в общем, это тот вокзал и есть. Мгм. Вот эта часть вокзала, которую мы видим, там, где виднеется на фото какой-то то ли там трактор или что-то такое, стоит вот памятник первым переселенцам сейчас. Фото потом можно будет прислать. Ну и вот этот автобус, собственно говоря, который там ездил. Мгм. Вот, а слева, как мы видим, тут деревья, а теперь уже все застроено домами. И с той стороны, где мы видим деревья, там уже дома стоят. То есть город разросся. А справа это милицейская, по-моему, если не ошибаюсь. Ну вот, так что такое домашнее задание, прочитать вот стихотворение, посвященное Любе Вассерман, и если хотите, попробуйте перевести по-своему. Попробуем что-нибудь сделать. Вот, какие-то есть еще вопросы, пожелания? Мы Так. из того, что записалось, вот из того, что записалось, я выставил уже, я потом дам линки, я выставил уже в YouTube и в Рутуб стихотворение, посвященное Рабии, вот это вот Аарона Цейтлина, посвященное арабской женщине-мистику, да, суфийской. Мгм. Рабия, она куда-то тоже вот улетучилась, я его в записях не вижу, так что, наверное, мы его еще перечитаем. Тем более, что оно действительно интересное и необычное. То есть, с одной стороны, как бы суфизм, с другой стороны, конечно, это американский модернизм. Вот, ну что еще, попробуем. Мирон в конце, вот смотрите, вот этот оборот, да, в конце, вот, чтобы, я уже говорил, Нормирен зих, вот, Оля, ты видишь, под рекой, строка под рекой. Ну, что Мгм. такое? Что такое Мерн? Я не Мирон это понял. сокращение от Мир Веллен. Все. То есть Нормирен можно сокращать, Мир Веллен можно сокращать до Мирон. Нормирен зих, нет, Умкерен целик. Но мы вернемся обратно. Безвана. Тут очень красиво, причем написано, вот синтаксис, если вы внимательно прочитаете, действительно, вот с любовью написано стихотворение. Ну и опять же вот история, то есть можно себе представить, как Люба Вассерман гуляла там где-то по набережной вдоль реки с Хаймом Бейдером.